Узнаете, дорогие друзья? Вот это и есть начало города Якутска. Надвратная башня. Сейчас мы туда зайдем. Вот теперь здесь находится выставка истории народ башни Якутского. Сейчас заходим. Здесь у нас новая выставка. Самое ценное, ботинки. Я просто показываю, но у нас здесь хозяйка есть. Давайте с ней поговорим. Огромную ценность, потому что котируются они 17 веком. 17 век. Да, вот прям 17-й. Вот на Мангазе и других сибирских островах ровно такие. Вот это все. Вот, Материал кожа. Подклад кожа тоненькая, верх более толстая кожа. Подошва вообще такая кожа дубовая. Это вы сейчас о чем говорили? А ботинках? Это мы сейчас говорим об этих предметах обуви. Да. А вы сначала представьте, чтобы у нас народ понял, о чем. Строгова Екатерина Алексеевна, кандидат исторических наук, директор музея города Якутска. А вы? Я Андрей Высокий. Просто Андрей Высокий. Просто Андрей, понятно. Андрей тоже замечательный человек, потрясающий просто человек, хранитель городской нашей старины. Без него, я думаю, многие ценности были бы утрачены. И того, что вы видите в этой башне, без него тоже бы не было. Ну давайте поговорим об этих находках, где они были сделаны и что это. Здесь у нас выставка археологических материалов, которые найдены были в этом году, в июне-июле месяце, во время раскопок на бульваре Учителя. Об этом много писали, я думаю, многие знают. Давайте сразу расскажите, вот первая, какая самая интересная пять. Здесь представлены самые старые, древние находки этого объекта. На самом деле находок очень много. За 2 полевых сезона практически 3000. Вот. Но здесь вот самое-самое-самое. Ну вот что самое-самое-самое? Ну, Вот это интересно. вот с точки зрения кому как. Вот мне, например, тоже безумно нравятся вот эти тапочки. Ну давайте про тапочки. Я так и не понял. Все сказали, что это обувь. Да, Потому что, это обувь. Это вот нижние части опорки от мужских сапог, мягкого бесколодочного типа. То есть это мягкая обувь, которая удобно ходить, которая была очень широко распространена. Вот, в такой обуви освоена вся Сибирь. Это все русские вещи. в смысле вся Сибирь? То есть вот мы привыкли в ботинках ходить, а они вот... А они вот, и у них была, конечно, и обувь на колодке, вот привычные нам сапоги, да, допустим, но очень большой популярностью пользовалась такая мягкая обувь, как мы сейчас любим ходить в мягкой спортивной обуви, так они ходили вот в таких вот мягких сапогах, в которых можно было идти долго и далеко. Вот. Другие тоже вот фрагменты обуви, такая берестяная стелька. Я смотрю, здесь вот я зашел уже, показывал нашим зрителям, вот это вот что такое? Вот эта витрина посвящена берестяным изделиям. Очень интересно, что во время этих раскопок было найдено очень много изделий из бересты. У нас нигде, ни в одном музее такой коллекции берестяных изделий 17-18 века просто нет. Это единственная коллекция. А вот нет, что это означает? Нет, берестовые, к чему? Ну, это просто очень интересно, потому что береста, она широко распространенный материал, и у всех народов, которые обитают в лесной зоне, береста широко используется в хозяйстве. Вот мы видели стельку из бересты, да, сделанную.
Здесь перед нами сосуды берестяные, это вот два туеса русского производства. Это мы привыкли, что туес это как бы якутская посуда, да? Но вот на самом деле здесь вот русские два туеса. Вот здесь такие небольшие, очень интересные предметы. Это вот такая коробочка для мелочей, которая сложена как оригами из листа бересты. Вот такая красивая шкатулка с орнаментом, тоже из бересты сделана. И очень такой обыденный предмет берестяной, это грузило для рыболовных сетей. Поплавок. Нет, грузило. Там камушек смотри. Вот. А это типа на закидушку мы свинец Нет, используем? это на сети. На сети. Вот так, да. А, внизу очень сети. широко распространенная на русском севере. Очень популярный предмет, часто ходят тоже при раскопках сибирских острогов, вот такой предмет. И вот внизу самый крупный предмет, это уже берестяная посуда якутского производства. А она для чего была-то эта посуда? Ну, такой тазик, ну мало для чего можно использовать. Широко, скорее всего, широкий спектр применения. Вот уже, если мы сравним, совершенно другие традиции изготовления этих сосудов, вот, чисто русские, это вот уже якутское производство. Сразу видно. Всего у нас берестяной вот такой посуды разного размера найдено 9 штук. И сзади вас большая картина, это где найдены они, да? Да, это у нас фотография большое место раскопок. Вот в процессе раскопок у нас сидят, работают студенты исторического факультета СВФУ. Здесь как раз можно увидеть остатки еще дома, который был обнаружен в прошлом году во время прошлогодних работ. В этом году мы его уже раскрыли полностью, но, к сожалению, несмотря на все наши старания, стен этого дома мы найти не смогли. Вот, а скажите, где это? Это бульвар Учителя со стороны улицы Кулаковского. Вот там за забором дорожное полотно улицы Кулаковского. Там, где сейчас уже на всю длину этого раскопа построена бетонная лестница, где будет основная входная группа на бульвар. Это вот А там. бульвар училища, это Ярославского и Кулаковского, да? Да, бульвар идет, ну, скорее Параллельно Ярославского. да, параллельно Ярославского от улицы Кулаковского до регистрационной палаты. А вон, я смотрю, второй у вас стенд, вот о нем расскажите, что это? Вот. Ну, вот Это стенд, тоже там нашли? Это тоже нашли там. Вот этот стенд очень привлекает народ, в основном нижняя полочка очень привлекает народ, где у нас выставлены монеты, найденные в этом году. Вообще монет у нас найдено много, но это находки именно этого года. Вот работы у нас закончились в июле месяце, вот что мы смогли подготовить к показу, более или менее мы показываем. Вот о монетках, я смотрю, какие-то маленькие, какая-то большая. В Одно- чем разница-то для Ну, любителя? разница, это разные деньги. А, Да, это как, допустим, там, как 100 рублей и, там, не знаю, 500 рублей, например, да. Вот эта большая монета, это сибирская так называемая монета, которые выпускались во времена Екатерины II. Вот, это такой пятак. Вот, здесь на второй полочке тоже монеты 18 века. Две монеты номиналом деньга, одна монета номиналом полушка, несмотря на то, что у них разные названия, стоимость у них одинаковая, это полкопейки. Деньга Ну, полкопейки, полушка тоже по полкопейки. тем временам в Иркутском остроге что такое полкопейки? Покушать можно? В смысле, ну, зайти один раз поесть. Чайку попить, да, чайку попить. Ну, по крайней мере, вот... А это можно- все времена Екатерины II или же нет? Здесь вот деньга и полушка – это времена Елизаветы. Сибирская монета – это времена Екатерины II. Здесь вот у нас монеты 19 века. Внизу Николая I, Александра I, Александра II. Вот монеты. Вот давайте я уже простой вопрос задам, да, почему так всех интересует. А теперь разница в стоимости какая? Что можно было купить на эти деньги? Вот на пятак. Ну, на пятак можно было пообедать. Ну, не шикарно, но сытно. Там, допустим, я не знаю, там щи, какая-нибудь каша, да, какой-нибудь там пирог с чаем,
Вот, то есть голодным уже остаться было невозможно. Прикиньте, а мы на 10 копеек сегодняшнего дня, я думаю. Я даже не знаю, что мы с ним можем сделать. Чай без заварки. Без заварки, да. Так еще пожалуйста. найти надо чай без заварки-то. А еще там денежка. Вот крошечная денежка, она имеет такое ласковое название, она так и называется – денежка. Это как Это денежка времен Александра Первого. Она, собственно говоря, тоже полкопейки. копейки. Тоже полкопейки. Вот она название разное, а стоимость на самом деле одинаковая. Полкопейки. И мы опять переходим ко второму стенду, да, к третьему Вот у там. нас еще одна такая витрина. Это все нашли на территории бульвара Учителя. Это, наверное, тысячная часть того, что нашли на бульваре Учителя. Вот В чем это. их ценность, вот этих? Вот, ну, здесь представлены фрагменты вот с этой стороны, представлены фрагменты якутской керамики. Видите, вот она такая красивая, да, все с орнаментом. Это верхние части под горлышком сосуда, где вот украшали вот такими красивыми всякими орнаментами. Это керамика 17 и 18 столетия по определению доктора исторических наук Анатолия Ильича Гоголева. Он крупный специалист в этой области, я ему показывала специально. Вот здесь у нас лежит такой большой фрагмент, да, горлышко сосуда, и вместе с ним лежит такой хорошо известный всем, хорошо узнаваемый предмет. Это мутовка, которые хозяйки пользуются до сих пор. Причем готовятся они точно так, делаются они точно так же, из навороту из палочки. Абсолютно такие же. Вот все женщины приходят и с удовольствием реагируют, потому что знакомый предмет видят. Лежат они вместе, потому что они именно так вместе были найдены. Ну, вот вы так хитро говорите, найденные вместе. Что Конечно, это значит? они вот так лежали в земле, прям вот так вместе. Это что означает? Это означает, что они как минимум ровесники. То Это есть понятно. Вот этой мутовочке, да, как минимум 300 лет. То есть за 300 лет этот предмет не изменился никак, ни в своей конструкции, ни в своем применении. Точно такой же, как сегодня. Это говорит о том, что у нас и пища не изменилась, нет? Народ это очень радует, обстоятельства, что вот такой стабильный предмет. Вот. А здесь, с этой стороны, у нас фрагменты русских керамических сосудов. Ну, я думаю, что мы еще послезавтра добавим. Здесь вот очень интересные предметы. Это часть глиняной сковороды. Вот очень мне хотелось получить такую находку, и меня там наверху услышали, и мне дали вот эту глиняную сковородку. Очень популярный в хозяйстве предмет, такой широко использовавшийся. Вот фрагмент блюдечка глиняного и фрагмент тарелки или блюда. Вот тоже глиняное такое, это все предметы русского производства. Приятно, что у нас появилось в посудном ассортименте разнообразие некоторые, потому что в прошлом году у нас в основном были остатки такой кухонной посуды большого, среднего размера. Вот здесь, например, такое донышко от Корчаги. Огромные сосуды, в которых хранили, не готовили, а хранили там крупу, масло, еще что-то. Крупные сосуды, видите, как здоровые. Вот. А вот здесь у нас, видите, нам удалось, так много этих черепков было, что все-таки удалось склеить часть глиняного горшка от самого верха до самого донышка. Вот мы его восстановили, его форму, какой он был. То есть это, собственно говоря, вот именно то, что мы с вами понимаем под словом горшок. Ну, у нас банка это сейчас, да? Небольшой, средний, небольшой горшочек, в котором что-то варили. А какого века он получается? Вот эти фрагменты, они были найдены вместе в одном слое с обувью, которую мы видели, и поэтому предположительно датируется тоже 17-м, началом 18 века. Вот. Кто-то говорил, горшочек варил, и горшочек варил что-нибудь вкусное, кашу там. А вот эта выставка сколько времени здесь будет? Здесь
Башня, она стоит только сегодня, в честь Дня города. Завтра мы ее перевозим в парк «Россия. Моя история». И там в парке она будет стоять до середины октября. Так что, если кто-то не успел или не смог прийти посмотреть, они могут не переживать, у них будет достаточно много времени увидеть все эти экспонаты в гораздо более комфортных условиях. То есть сегодня в День города можно прийти сюда, а потом через вот некоторое время с как-то... 11 числа начиная, уже можно вот поехать туда на Ксенофонта Уткина 5, в парк «Россия. Моя история», и все это увидеть. Спасибо. Там.